Мясо, 50 килограмм муки, 25 кило сахара, финики, сладости, чай и подсолнечное масло. Возле здания Министерства сельского хозяйства продуктовые наборы распределяют по машинам. Организатор благотворительной акции фонд Сафмар Микаила Гуцериева. Первый получатель Идрис Пугоев. Живет один, инвалид второй группы, не женат, детей нет. Так Микаил Гуцериев поддержал инициативу главы региона в оказании помощи остронуждающимся семьям в преддверии праздника Ид-аль-Фитр. На очереди семья Нальгиевых. Здесь в щитовом домике проживают 5 детей с родителями. Хозяин дома перенес операцию на ногу, из-за чего временно не работает, а его жена Лида присматривает за детьми. Продовольственная помощь им была просто необходима. В Карабулаке помощь получила семья Тутаевых. Супруги воспитывают 2 детей, живут на одну пенсию. Хозяин дома инвалид, нет руки. У Хадижа тоже проблемы со здоровьем. Сразу после Мархаш она ляжет в больницу на операцию. В рамках благотворительной акции от фонда Сафмар продуктовую помощь получили 5000 семей. В список получателей попала и Зарема Богатырева. Не так давно ее сын попал в ДТП. Семья вынуждена была продать земельный участок и щитовой домик для возмещения ущерба. Теперь вынуждена снимать жилье. Зарема инвалид, перенесла 9 операций на ногу. Сах от Микаила Гуцериева сегодня поадресно раздают и в Магасе. Представители столичной администрации первым делом обрадовали семью Яндиевых. Женщина одна воспитывает сына. В списках инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи и люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно фонд Сафмар реализует широкий спектр программ, направленных на возрождение культурных традиций народов страны. Но главной целью по-прежнему остается забота о подрастающем поколении, укрепление традиций и бережное сохранение богатого духовного наследия России. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Сулейм Костоев. Новости 24.